Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас сегодня накануне нового учебного года. Мы хотим от всей души, от имени всего издательства «Легион» поздравить вас с началом этого учебного года, пожелать вам удачи, успехов. Очень надеемся, что этот год будет немножечко полегче предыдущего, и наши все проблемы будут решены. В этом учебном году мы с вами говорим об очень важных вещах. С 1 сентября 2020 года мы с вами начинаем работать по новому федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. Этот стандарт называют стандартом третьего поколения, потому что в данном стандарте конкретизированы основные результаты, которые должны получить наши обучающиеся в процессе обучения. Если раньше о результатах говорили вскользь, говорили общие только результаты, то каждая образовательная организация могла выбирать любой учебно-методический комплект, менять местами темы в том или ином предмете. Когда такая конкретизация проведена, то в данном случае мы начнем как раз-таки придерживаться того единого образовательного пространства, о котором мы так много говорим. Если смотреть наши с вами документы, то в первую очередь, конечно, надо обратить внимание на приказ номер 413 от 17 мая 2012 года, который имеет изменения и дополнения, они были внесены последние в 2017 году, и сейчас у нас есть реально проект, будут вноситься изменения, потому что по стандарту у нас в государственной итоговой аттестации 3 обязательных экзамена: русский язык, математика и иностранный язык. На сегодня речь идет о том, что пока останется только 2: русский язык и математика. Но кроме всего прочего, изучая этот документ, вы столкнетесь с массой новых интересных вещей, с которыми придется работать в этом учебном году. Говоря о новом стандарте среднего общего образования, мы говорим о том, что, конечно, это в первую очередь конкретизация требований. Второе – это активный переход к профильной школе. Мы сегодня говорим о том, что даже если в школе у нас один класс, у нас должны быть группы ребят, которые должны заниматься по различным профильным программам. Кроме этого, мы с вами сегодня говорим о разработке социальных практик и профессиональных проб. Мы говорим о внедрении в наши школы индивидуальных образовательных траекторий. Индивидуальная образовательная траектория давно прописана в Законе об образовании Российской Федерации ФЗ-273, но мы не всегда использовали этот опыт. Самое главное, что мы с вами говорим сегодня об индивидуализации образования, о тьюторстве со стороны учителя, потому что каждого ребенка должен сопровождать опытный педагог. Важно то, что мы сегодня с вами разрабатываем индивидуальные проекты. И этот индивидуальный проект станет большой зачетной работой в конце 11 класса для каждого ребенка. Это очень важный момент, потому что на самом деле, работая над этими индивидуальными проектами в течение 2 лет, ребенок должен показать реально то, чего он добился в ходе этих 2 лет обучения. Ну, если говорить об индивидуальном проекте, то очень важно следующее. Ведь что такое индивидуальный проект? В какой-то мере его можно сравнить с той дипломной работой, которую защищает студент по окончанию какого-то курса в высшем учебном заведении. И важно, как с этим проектом работать, какую литературу взять за основу. Сегодня литературы очень много, самой разной. Привлекайте любую литературу, которая вам более симпатична. Потому что все мы имеем какие-то свои преимущества, нам что-то нравится больше, что-то меньше. Поэтому можно сегодня найти довольно много литературы, которая рассказывает о проектной деятельности. Ее нужно активно привлекать, потому что в каждой образовательной организации мы сегодня должны создать пакет такой вот нормативной документации,
пакет локальных актов, которые обеспечат нам работу всей образовательной организации по данному направлению. Поэтому, когда мы выстраиваем эту работу, конечно, первое, что ребенок должен определить круг своих интересов, он должен понять, что его интересует. Он должен выбрать для себя литературу, которая ему интересна. Тьютор должен помочь ребенку с поиском такой информации, которая будет полезна для создания проекта. Должна быть определена проблема самого проекта. После определения этой проблемы мы должны выстроить образ того итогового документа, который у нас будет. Что я хочу получить в итоге этого проекта. Далее я выстраиваю алгоритм работы над проектом и начинаю эту работу. Каждый раз возвращаясь к началу и сверяя это с тем, насколько мой результат сегодня укладывается в тот результат, который я первоначально хотел получить. Очень удобно использовать при вот таком проектировании, очень удобно использовать книги, которые называются тренажеры, тематические тренинги, потому что в этих книгах очень много собрано материала по какой-то конкретной тематике, которую будет ребенку удобно посмотреть и работать с этим материалом. Поэтому это первый большой вопрос, на который надо обратить внимание, это индивидуальный проект. Но говоря о том, что у нас с вами сегодня такая ситуация сложилась, что на первый план сегодня выходят вопросы электронного обучения, я хочу просто вам напомнить о том, что сегодня это на самом деле одна из первостепенных задач. И стоит обратить внимание на то, что у нас есть приказ 2017 года номер 816. Это приказ о применении электронного обучения и дистанционных технологий. У нас есть внесены изменения в федеральный закон об образовании. Эти изменения внесены в 2019 году. Есть еще один документ, который говорит о том, как организовать внеурочную деятельность, используя элементы дистанционного обучения. И последний документ, который вышел сегодня, это документ о внедрении вот этих самых цифровых технологий и программ современных цифровых технологий в нашу конкретную сегодняшнюю деятельность. Это очень и очень важно, потому что я как учитель сегодня должен очень четко выстроить план своей работы, знать, на какой электронной площадке я работаю, каким образом я могу объяснить материалы текущие своим ученикам. И хочу просто из личного опыта обратить ваше внимание на то, что возникает очень серьезный вопрос всегда. Это вопрос, связанный с системой контроля. Как организовать контроль на удаленке? У нас очень много самых разных электронных ресурсов. Каждый из вас использует те ресурсы, которые ему более удобны. Я хочу просто поделиться опытом и сказать вам о том, что мне, например, очень понравились электронные ресурсы, которые есть у Google. Это Google формы. Там, где есть готовый тестовый шаблон, в который можно заложить свои материалы. Материалы, которые можно взять у различных авторов. Это тестовые материалы, это могут быть тестовые материалы ОГЭ, ЕГЭ, это могут быть тестовые методические материалы. Любой из тестов, который вам понравился, вы можете заложить вот в этот шаблон, и этот шаблон вы можете очень легко заполнить, очень легко с ним работать и посмотреть на самом деле, сколь это удобно. Если это вам будет удобно и вы захотите этим пользоваться, вы можете воспользоваться тем опытом, который вот на сегодня имею я, когда я составляю эти шаблоны тестовые для себя, и посмотреть, как это можно сделать и применить это в своей практике. Потому что самое важное – научить, объяснить так, чтобы это было понятно, но и проверить, насколько наши дети готовы показать тот результат, на который мы с вами рассчитываем. Вот то, что я хотел вам сказать. Большое спасибо вам за внимание и удачи вам в работе.